Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Ариф Акаба. Это еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире и во внешней политике нашей республики, о серьезных и имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. Президент Бадра Гунба, принимавший участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, также, находясь в Москве, дал интервью агентству РИА Новости и рассказал в нем, как воспринимает атаки Киева на Москву в преддверии праздника, от чего зависят отношения Сухума и Тбилиси, и о некоторых других темах. Касаясь темы самого праздника, президент отметил, более 55 тысяч наших людей сражались на фронтах Великой Отечественной войны, из них более 17 тысяч не вернулись домой. Учитывая малочисленность нашего народа, эта война коснулась каждой семьи. Память об этих людях жива, и их героизм будет примером для будущих поколений. 9 мая в Абхазии отмечается широко и массово. Это возможность выразить благодарность жертвам и героям той войны. Действия украинских беспилотников над Москвой в канун Победы Бадыр Зурабович назвал государственным терроризмом, отметив, что если бы не герои советского периода, возможно, не существовало бы и самой Украины в ее прежней форме. Мы видим проявление неофашизма, попытки стереть память и испортить праздник миллионам людей. Но эти попытки обречены на провал, отметил Гунба. На вопрос журналиста, видит ли он возможность диалога с Грузией, президент Абхазии сказал, цитата, «Элита Грузии не смирилась с реальностью. Абхазия – независимое государство. Нужно спросить у наших граждан, оккупированы ли они. Мы свободны, развиваем свою культуру, традиции. Это и есть независимость». Заявление Грузии – политический диалог с Тбилиси возможен после признания реальности и подписания соглашений о неприменении сил, отметил Гунба. В то же время президент подчеркнул, что, цитата, «мы хотим добрососедских отношений с Грузией, чтобы ее руководство осознало перед ним независимое государство, не желающее ни войны, ни конфликта». Этот приоритет был задан еще в рамках национально-освободительного движения Владиславом Арзенбо, и он не изменится, сказал президент. К другим темам. Тем временем в Тбилиси начинают сбор подписей за восстановление дипотношений с Россией. Резолюция о начале сбора подписей в поддержку восстановления дипломатических отношений с Россией подписана в рамках круглого стола в Тбилиси с участием представителей грузинских политических объединений. Как отметил секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипе, народную дипломатию нужно задействовать активнее. Именно народ должен дать мандат государству на проведение прямых переговоров с Россией. По его словам, в этом заинтересованы люди, которые связаны с Россией, представители туризма и бизнеса. В резолюции отмечается, что Грузия не в состоянии сама преодолеть масштабные экономические и социальные трудности, которые сейчас переживает страна. Необходимо углубление дружеских отношений с соседними странами. Настало время восстановить добрососедские отношения с Россией, говорится в документе. Напомним, что Тбилиси разорвал отношения с Москвой в августе 2008 года. Москва заявляет, что у нее нет ограничений для восстановления отношений. 17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией. Дипломат отметила, что для грузинской стороны РФ продолжает оставаться важным рынком по многим направлениям. Россия также занимает лидирующие позиции в поставках энергоносителей и зерна в Закавказскую республику. Власти же Грузии заявляют о том, что о восстановлении дипотношений речи быть не может, пока, цитата, «Россия оккупирует территории Грузии». Напоминаем, что там действует так называемый закон об оккупированных территориях. Продолжаем передачу. Ну и основной фокус внимания в международной повестке – это предложение президента России Владимира Путина Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий. С таким предложением он выступил, завершая праздничное мероприятие, посвященное 80-летию Победы, и заявил, что переговоры начнутся 15 мая в Стамбуле, где они были прерваны. «Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной», отметил российский президент в своем заявлении. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта
выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной. Было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному устойчивому миру, сказал Владимир Путин. Отметим, что Владимир Зеленский заявил, что ожидает от России прекращения огня с понедельника и лично будет ждать Владимира Путина в Стамбуле 15 мая. Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут, написал Зеленский в своем телеграм-канале в воскресенье. Чуть позже в вечернем обращении Зеленский подтвердил намерение отправиться в Стамбул и сказал, что длительное перемирие, которое послужит основой для дипломатии, может значительно приблизить мир. Незадолго до заявления украинского президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции. Президент Путин не хочет заключать соглашение о перемирии с Украиной. Вместо этого он предлагает встречу в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. Украина должна согласиться на это незамедлительно, написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела и действовать соответственно, добавил Трамп. В субботу лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши прибыли в Киев и заявили, что с 12 мая Россия должна прекратить огонь, чтобы обеспечить начало мирного процесса. Они пригрозили ввести против России новые санкции, если это предложение не будет принято, и сообщили, что с такой позицией согласен президент США Дональд Трамп. В ответ Путин сделал ночное заявление, в котором обвинил Украину в нарушении предыдущих соглашений о перемирии, по сути, отвергнув требования о 30-дневном перемирии. Вместо этого он предложил начать прямые мирные переговоры в Стамбуле уже 15 мая. В воскресенье президент Турции Реджеп Таип Эрдоган созвонился с Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном и подтвердил готовность принять мирные переговоры между Россией и Украиной. На эту тему в своем телеграм-канале рассуждает политолог Сергей Маркедонов, назвав эту заметку вполне красноречиво. «Стамбул-2. Трудные поиски мира». Начал политолог с того, что напомнил нам о том, что 29 марта 2022 года в столице 4 империй Стамбуле состоялись очные переговоры диппредставителей Москвы и Киева. Какой пакет получился по их итогам, пишет Маркедонов и перечисляет. Кратко зафиксируем его ингредиенты. Отказ Украины от членства в НАТО и нейтралитет, введение Института стран-гарантов украинской безопасности, постоянные члены Совета безопасности ООН, плюс ФРГ, Италия, Турция, Канада, Польша и Израиль. Готовность Киева не решать военным путем проблемы Крыма на 15 лет, однако тогдашние договоренности не были реализованы. И самое главное, что после серии информационных утечек Давид Арахамия, руководитель украинской делегации на стамбульских переговорах, в интервью каналу 1+1 подтвердил факт вмешательства Запада в дипломатический процесс, что повлияло на отказ Киева от практической реализации достигнутых договоренностей. Далее Маркедонов с уверенностью говорит о том, что предложение о прямых переговорах не было экспромтом, что оно, скорее всего, отражает положение дел на фронтах. Политолог призывает быть реалистами и помнить, что политика – это искусство возможного, и пишет о том, что переговоры, если они все-таки будут очень непростыми. Цитата. «С марта 2022 года произошло немало изменений. Во время первого Стамбула еще не было новых регионов Российской Федерации. После его провала не реализовались планы Запада и надежды Киева на стратегическое поражение России на фронте, но и победного российского марша в матери городов русских не случилось. Значит, переговоры, если они все-таки начнутся, я бы не был на сию минуту стопроцентно уверенным в том, что все состоится, будут непростыми. Другими они просто и не могут быть. У сторон слишком разные представления о мире. Но история любого конфликта изобилует поворотами от военной конфронтации к
переговорам и обратно. Предложение прямых переговоров – это еще не конец истории, но важная попытка на пути к завершению вооруженного противостояния. Однако правда и в том, что выигрыш мира не менее значим, чем военный успех, пишет Маркедонов в своем телеграм-канале «Донской казак». Подробнее тему мы обсудили с политологом Бесланом Хагбом. Предлагаем вам это интервью. Здравствуйте, Беслан Алексеевич. Приветствуем вас в очередной раз в студии Абхазского телевидения. Сегодняшняя тема – это для многих неожиданное предложение к Украине от президента России Владимира Путина о прямых переговорах без предварительных условий. Да, он предложил встретиться в Стамбуле 15 мая. Как вам кажется, вообще что это означает, вот этот шаг? Вы знаете, последние несколько месяцев много говорили о перемирии вообще в Украине, что это возможно, что президент США взялся за это дело и он доведет до конца. Но то, что заявил Владимир Путин, это действительно новый такой шаг по отношению, который был сделан Путин по отношению к конфликту. Что это значит без предварительных условий? Это значит прямые переговоры с руководством Украины, если это возможно, если они согласятся. Это первое. Второе, даже если группа будет образована со стороны России и Украины, это переговоры, которые имели место, помните, в 2022 году, которая была прервана, и, к сожалению, она не получила развития. Если бы она получила развитие, не случилась бы война. Это продолжение этих договоренностей. Что это значит? Это не перемирие, это не мир между Россией и Украиной, это переговоры о возможном мире или вообще перемирии. Вот когда перед праздниками 9 мая Владимир Путин заявил о трехдневном остановке стрельбы и так далее, и так далее. Со стороны России это соблюдалось, как многие подчеркивают, многие об этом говорят. Но, к сожалению, война продолжилась. И если это переговоры получат развитие, если это случится в Стамбуле, это говорит о том, что первый серьезный шаг сделан в плане урегулирования украинского конфликта. Но здесь очень много проблем. Потому что, я еще раз говорю, что и вопросы, которые затрагивают и национальные интересы России, и национальные интересы Украины, они настолько противоречивы, радикально разнятся, что прийти к какому-то согласию будет очень сложно, без посредников. Но насколько это будет эффективным, и такая встреча, если это случится, мы увидим, наверное, где-то через месяц, наверное, вот так. Потому что дата обозначена 15 мая. Но понимаете еще в чем дело? Когда начинаются переговоры в таких сложных конфликтах, редко когда бывает без участников посредников, без участия посредников или международных организаций, например, ООН. В этом случае выход на прямые переговоры с Украиной, это значит, что Россия согласна, несмотря на то, что вопрос ставится под большим вопросом легитимность президента Украины, так называемого президента Украины. Путин согласен встретиться даже с руководством Украины, если вопрос урегулирован получит развитие и будет разрешен этот конфликт. Но всегда, вы знаете, все делают с такой оговоркой, с учетом реалий, которые сложились на земле. То есть события, которые произошли после начала специальной военной операции. То есть это что значит? Все территории по закону, по Конституции, они должны быть возвращены России. Это первое. Должен начаться процесс демилитаризации, денацификации. И с учетом соблюдения всех прав русскоязычного населения в Украине. Пойдет ли на это Украине? Вряд ли, я сомневаюсь, честно говоря. Но первый шаг, я еще раз говорю, этого сделан, это говорит о том, что Россия согласна на какие-то серьезные шаги в плане урегулирования конфликта, остановки войны. Я думаю, что в ближайшие недели покажут, как это событие будет развиваться. Многие, кстати, задавались вопросы, почему Стамбул. Вы частично ответили на этот вопрос, потому что когда-то это начиналось в Стамбуле в марте 2022 года, и там каким-то важным тоже вроде бы договоренностям пришли, которые в итоге не были исполнены. Это и про нейтралитет Украины, это и про невступление в НАТО. То есть, как вам кажется, Стамбул еще раз, Стамбул-2, потому что это продолжение той истории, которая не была завершена, да? В какой-то мере да, потому что эта история не завершилась по вине западных стран, и прежде всего Великобритании. Мы открыто об этом говорят. Тогдашний премьер-министр Джонсон приезжал, оказывал давление на руководство Украины, чтобы она не исполнила договоренности. Почему Турция, почему Стамбул? Эрдоган всегда, президент Турции, всегда говорил, в
плане организации встречи между руководством Украины и России можно выбрать Стамбул. Мы гарантируем и безопасность, и это хорошая площадка. Тем более опыт есть встречи, вот как вы сказали, в 2022 году. И я думаю, что в этом отношении это хорошая площадка для встречи после вот трехлетней войны. Я думаю, что получит ли это развитие? Вряд ли, потому что уже ситуация изменилась. Понимаете, вот когда была одна ситуация была, допустим, в 2022 году, я имею в виду соотношение сил, я имею в виду и вообще и результаты войны, и это говорит о том, что, наверное, жестко Россия все-таки будет ставить вопрос о возвращении этих территорий и вопросы не вступления Украины в НАТО, и вопросы, которые я перечислил, это денацификация, демилитаризация. Что это значит, во-первых? Украина должна соблюдать пределы, которые будут ей установлены. То есть она может вооружаться, но до определенного предела. Помните, когда закончилась Вторая мировая война, Германии была предложена вот такая вот рамочка, за которой она до сих пор, кстати, не переходит. Потому что, например, Германия может иметь свое ядерное оружие. Вот такие пределы, вот такие преграды перед Украиной будут поставлены Россией, чтобы раньше этот вопрос ставился, и потом в последующем, если это случится, чтобы не было провокации, и это очень важно. Потому что, знаете, вот если какое-то перемирие будет заключено, если пройдет некоторое время, допустим, не знаю, месяц пройдет, 1,5 месяца, опять начнется война, это говорит о том, что с политическим руководством окончательно Украины невозможно договориться. И поэтому это очень важный шаг со стороны Владимира Путина, а вот к чему это приведет, я думаю, что в ближайшее время покажет. А как вам кажется, многие уже стали сомневаться в том, что все-таки 15 мая состоится эта встреча, начнутся эти переговоры. Там, например, Трамп сразу же сказал, что Украина должна принять обязательно это предложение, обязательно поехать в Стамбул. Но Зеленский говорит о том, что с понедельника, вот с сегодняшнего дня, он заявил, он писал в своем телеграм-канале о том, что Россия должна длительное перемирие показать, чтобы убедиться, что это базис якобы для вот этой встречи. То есть будет ли вообще, начнется ли это 15 мая, как вам кажется? Самое главное, на каком уровне начнутся эти переговоры. На высшем уровне вряд ли, потому что со стороны политического руководства России не было таких заявлений, что, например, Путин поедет в Стамбул. Я думаю, что не поедет. А что касается других уровней, допустим, да, со стороны каких-то экспертов, такая встреча и планируется, вполне возможно. Об этом говорят, потому что об этом говорит и политическое руководство Турции. Это считается, что если этот первый шаг будет сделан, она получит развитие. А какова будет реакция западных стран? Будет ли оказано какое-то давление на Украину, чтобы она согласилась? Я думаю, что это дни покажут, в ближайшие дни. Я думаю, что, знаете, вот я верю некоторым экспертам, которые говорят, что в этом году все-таки война вряд ли будет остановлена. Я объясню почему. Потому что если вдруг Украина не согласится мирно вернуть эти территории по Конституции уже Российской Федерации, Владимир Путин говорил, что мы это все вернем в результате специальной военной операции. Я думаю, что эта война будет продолжена. Но я думаю, еще раз хочу подчеркнуть, что это ближайшие дни покажут, насколько предложение Владимира будет воспринято серьезно политическим руководством Украины, и такая встреча состоится. А еще, кстати, вот некоторые эксперты пишут о том, что вообще-то предложение следствие того, что сложилась некая патовая ситуация. Вот вы как к этому относитесь? Вы знаете, я всегда слушаю военных экспертов, как война вообще развивается. И они говорят, что все идет по плану, что все-таки постепенно такое продвижение российской армии, освобождение населенных пунктов, это в плане такая стратегия, которая сложилась после неудачного контрнаступления украинской армии в 2023 году. Это в интересах, и говорят, и причем еще подчеркивают, что вряд ли война будет остановлена. Владимир Путин, и какой смысл, задает вопрос, если Россия побеждает, вот видите, на поле боя. Потому что, я еще раз говорю, что еще Донбасс не освобожден, это первое. Города некоторые не освобождены, а еще до сих пор находятся под управлением вооруженных сил Украины. И понимаете, и остальные вопросы очень важны для России. Остальные очень важны. Постоянно Владимир Путин подчеркивает, мы должны решить вопросы первопричины.
Что это значит первопричина? Да, вот Первопричина- что? Тут имеется в виду НАТО? Имеется в виду, вот что тут Не имеется только в виду? НАТО. Да. Вот мы же видели, как Украина политически развивалась за последние десятилетия, как нацизм побеждал, идеологически побеждал в этой стране. Если бы это не произошло, Украина была бы стабильной, процветающей страной. Вот все эти причины должны быть устранены. Или руководством Украины, или это будет сделано вот в результате специальной военной операции. Это главное, чтобы в дальнейшем, чтобы Украина не представляла какую-то угрозу Российской Федерации в плане вообще всего, и в плане военной безопасности, вообще экономической безопасности, национальной безопасности и вообще во всех отношениях, потому что все-таки Украина для России очень важна, учитывая и историю, и поэтому, что я верю, что все-таки Владимир Путин будет добиваться довести эту операцию до конца, чтобы все задачи, которые были поставлены, они будут выполнены. А вот какой ценой, какими средствами, я думаю, что в ближайшие недели какие-то новости мы узнаем очень серьезные в этом плане. Большое спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Благодарю вас. На этом сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.